Я сейчас жалею, наверное, о том, что раньше этого не сделал. Вообще, наверное, человек должен заниматься тем, что он хочет, то, что ему нравится. Тогда, ну, в идеале, это когда работа является хобби. Ну, вообще что-то красивое создавать хотелось давно. Ну, это было так, абстрактно что-то красивое. В году 2015 получилось так, что как раз было время посидеть дома, подумать, чем бы заняться еще другим. Просматривал несколько вариантов и решил остановиться, ну, попробовать начать делать именно вот светильники и витражи, поскольку ни того, ни другого, ну так даже в национальном стиле никто ничего не делал. Масса есть видов стекол, палитры. Вот оно красивое, вот полупрозрачное, вот такое голубоватое. Такое, вот это прозрачное, вот это полупрозрачное. Вот это непрозрачное, но на просвет оно. Которые были, ну, были на тот момент достаточно примитивные, пришлось перелопатить, ну, пересмотреть массу какой-то литературы, слайдов, фотографий, вообще того, что делалось на тот момент в мире, на Востоке в частности, в Турции, в Сирии, в Египте, чтобы примерно понять, что могло бы быть здесь, в Крыму. Когда стал искать, какие вообще светильники были в Крыму, понял, что практически ничего нет. С конца 19 века практически развитие ремесел прекратилось. Прекратилось именно развитие. Если раньше делали красивую там посуду, она была чеканная, то потом стали делать какие-то там. Все упрощали. Бьют по-разному, разный орнамент. Здесь более мелкий рисунок такой, более, текстура другая, как кожа такая шагреневая получается. Здесь просто все заполнится оловом, и оно не будет рифленое. Оно красиво, конечно, но это совершенно не... Первый светильник, был просто сделан из стекла. И тогда, кстати, я его, когда я его сделал, было какое-то мероприятие в Фесе, по-моему, годовщина или открытие, или чего-то. Я там познакомился с Рустем Ага, ему говорю, Рустем Ага, я такое сделал. Кому-то, нужно же кому-то показать, сказать, меня-то внутри все распирает. Кто оценит все это. Ему очень понравилось. Естественно, второй светильник уже сделал. Корпус был медный, немножко кривоватый получился, поскольку навыков, конечно, не было работы с металлом. И со стеклом, в принципе, они приходили попозже, не сразу, а потом появлялись какие-то новые формы, новое видение, какие они могли быть. Все, вот это один элемент, который готов к дальнейшей спайке. С помощью меди эти кусочки стекла между потом с тобой держатся, спаиваются. Интересуются люди, но это, не дешевое удовольствие, скажем так, относительно не дешевое. От 6 тысяч рублей до 50, до 100 тысяч может быть, я не знаю. Больше всего это частная гостиница, которая здесь в Бахчисарае находится. В последнее время появились еще клиенты,
Это не крымские татары, которые хотят видеть дом традиционно в стиле для себя. Но это не россияне, не, как вам сказать, эти наши братья по вере с земли обетованной, скажем так. Сначала отрезаем то, что нужно, какой-либо кусочек. И потом, да, края убираются. После того, как вырезали кусочек, который нужен, нужно его подогнать по размеру. Плотность примыкания кусочков один к другому, там зазор остается меньше доли миллиметра, то есть практически все вплотную. Поэтому, естественно, вырезаем чуть больше по размеру, а уже до необходимого размера, стеклорез такую точность не может обеспечить реза, поэтому мы дотачиваем до определенного размера, вот именно так шлифуем. В этот момент, края становятся, более такими гладкими. Можно снять еще фаску вот таким образом. Знаете, наверное, с годами это приходит. Вопрос такой. Наверное, у всех он встает, но у кого-то раньше, у кого-то позже. А вот если меня завтра не станет, что после меня останется? Захотелось, чтобы после меня осталось что-то вот такое осязаемое, не в форме каких-то таких бумажных отчетов, вот все это такое, то, что связывается в папочке и выбрасывается куда-то через каждые 3 года. И потом хотелось больше обозначить присутствие крымских татар вообще в окружающем мире. Это особая аура какая-то, аура именно Бахчисарая. Можно включить музыку национальную, можно как-то просто посмотреть. Здесь есть то, что тебя питает изнутри откуда-то или извне, то есть вот такой симбиоз. Иногда не хватает вот этой подпитки энергетической какой-то. А здесь, да, здесь хочется все время творить, что-то делать новое. Хочется в Чехии. С российским флагом. Я хочу, чтобы у нашего народа наш народ воспринимался тоже как народ, у которого есть традиции, есть культура, есть какие-то материальные ценности, которые не стыдно показать всему миру. Они были, но в силу определенных причин мы утратили. Мы утратили, к сожалению, практически все. А вот хочется, чтобы это было.